В заключение выпуска обыкновенный песок, снег и лед в руках мастеров становятся настоящими арт-объектами. Накануне в городе на Неве состоялось официальное открытие первого в мире эко-арт-триатлона. Об этом событии наш корреспондент в Петербурге Айсена Бурнашова. Знаменитый музей артиллерии, инженерных войск и войск связи открыл свои двери для проведения уникального мероприятия – первого гран-при России по эко-арт-триатлону. Данный конкурс посвящен юбилею Великой Победы и проводится впервые в мире в тестовом режиме. 6 дней работы с песком, льдом и снегом требуют высокого профессионализма. Сложность процессу добавляет хрупкость материала и условия создания из него настоящего объекта искусства. Был отбор эскизов. Моя работа – это скрипач. Ну, не скрипач, а она называется «Симфония блокады», посвящена жертвам блокады Ленинграда. На работу по льду, по снегу и по песку давали по 2 дня. Мы участвовали, работали. В рамках панорамы будет создана стена памяти, куда каждый сможет пронести свой символ семьи, свое воспоминание о войне. Непростая задача была отобрать участников. Мы сначала планировали провести такой полномасштабный конкурс, но потом столкнулись с тем, что тема достаточно сложная, скажем, иностранцам, но ее сложно понять. Поэтому в итоге мы обратились к тем мастерам, которых мы давно и хорошо знаем. Совсем скоро масштабная 5-метровая песчаная инсталляция, включающая некоторые оружейные экспозиции музея и отражающая батальные сцены из истории России, сформирует конкурсные работы в единый комплекс. Для меня, как специалисту, особенно из Якутии, очень дорого и очень ценно, когда наш город может познакомиться с работами замечательных мастеров. Победитель гран-при по эко-арт-триатлону будет определен по суммарным результатам ледового, снежного и песчаного конкурса. Уже через несколько дней все композиции будут представлены в оригинальном световом и музыкальном сопровождении. Экспозиция собирается радовать посетителей в течение нескольких месяцев. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Лидия Андросова, НВК «Саха», Санкт-Петербург.